Итак, 31 июля, за окном 2025 год, четверг, в Башкортостане местное время 9 часов утра, почти 1 минута, а мы начинаем на аспектах Башкортостана очередные аспекты республики. Дорогие друзья, здравствуйте! Доброе утро, Руслан, доброе утро все подписчики, привет. И именно так, с вами мы сегодня вдвоем, Женя Коноплин, Руслан Валиев, и все наши дорогие друзья, я надеюсь, тоже в процессе будут вместе с нами, также активными в чате нашей YouTube-трансляции. Также, на всякий случай напоминаю, что если проблемы с YouTube сохраняются, то нас можно смотреть и слушать в Telegram-канале. Конечно же, нужно быть на него подписанными. Там стримы идут, там потом выкладываются записи эфиров в виде файлов. Хотите видеоформат, хотите аудиоплеер Mavi, позволяет слушать просто в формате подкастов. И поскольку, когда случаются какие-то сбои, некоторые из вас пишут: «Караул, что-то не то с выложенным файлом», мы делаем вывод, что даже в таких экзотических вариантах вы нас смотрите и слушаете. Поэтому приветствуем совершенно всех. Плюс TikTok, Instagram и все, пожалуй. На данный момент перечень всякого рода социальных сетей исчерпывается. Вот, но не исчерпываются, к счастью, новости. Наш основной хлеб, наша задача, наша работа. Поэтому прямо сейчас обратимся к новостям в стране и в мире, с чего мы традиционно начинаем вести наши утренние трансляции. Буквально 1 секунду, и я буду полностью готов. Да. Итак, итог 30 июля следующий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон готовятся заключить масштабное соглашение о поставке оружия. В видеообращении украинский лидер отметил, что уже согласованы основные принципы договоров. Других подробностей он пока не сообщил. Индия изучает возможные последствия введения пошлин на экспорт ее товаров в США, сообщает правительство страны. При этом власти подчеркивают, что Нью-Дели надеется заключить выгодное и справедливое торговое соглашение с Вашингтоном. О введении 25% пошлин на товары из Индии объявил президент США Трамп. По его словам, мера вступит в силу уже 1 августа. 18 европейских стран до конца года получат более 120 миллиардов евро в виде льготных кредитов для укрепления собственной обороны и поставок оружия для Украины, узнало издание «Политико». Ожидается, что механизм совместных закупок позволит приобретать вооружение по более низкой цене. Часть денег при этом страны смогут направить на прямые покупки оружия у украинских компаний. В Белгородской области бежавших от войны жителей начали выселять из убежищ, сообщает местное интернет-издание «Пепел». По его данным, чиновники распорядились освободить пункты временного размещения с 1 августа, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Жителям власти советуют после возвращения домой выходить на улицу только днем и ходить пешком, так как дроны якобы не атакуют пешеходов. Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара». Ей запретили обслуживать собственные самолеты после крушения одного из них в Амурской области. Сертификат на полеты остается действительным. Очень любопытно. 24 июля самолет авиакомпании Ан-24 разбился рядом с городом Тында. Все 48 человек, которые были на борту, погибли. Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы страны. По ее словам, только через криптовалюты планируется финансирование примерно на 100 миллионов евро. Санду отметила, что Кремль может использовать разные инструменты – подкуп избирателей, кибератаки, информационные манипуляции и проплаченные протесты. Москва эти обвинения отвергает.
В Грузии в аэропорту больше 11 часов держит мать арестованной после участия в митинге россиянки Анастасии Зиновкиной. Как пишет местное издание Тбилиси Лайв, Светлане Зиновкиной выдали бумагу с отказом во въезде в Грузию без указания причин, а затем забрали телефон. Ее дочь обвиняют в хранении наркотиков. Сама задержанная утверждает, что вещества ей подбросили грузинские силовики из-за того, что она участвовала в оппозиционных митингах. Вот такие вот новости мы готовы вам представить по итогам вчерашнего дня, 30 июля 2025 года. Интересный, Так. конечно, стан всегда, потому что Знаете, после тут я как интервью... раз немножко замешкался на новости по поводу авиакомпании «Ангара», и не могу не сказать, действительно, катастрофа – это плохо и печально, но вот такие местные перевозчики, немногочисленные, сибирские, дальневосточные перевозчики – это единственные те, кто хоть как-то обеспечивали связь между удаленными друг от друга малодоступными населенными пунктами. Маломальски поддерживали в летном состоянии старую авиационную технику советского производства, аналогов которой или замены которой на сегодняшний день в стране точно нет. Даже в досанкционные времена не могли подобрать подходящую технику и закупить за границей. А сейчас закупать нечего, а в стране ничего аналогичного не производится. Поэтому отзывать сертификаты, закрывать эти авиакомпании, так себе выход, скажем. Люди, которые пользовались их услугами, спасибо за это не скажут. Вот. Но, как вы понимаете, проблема не столь масштабная и совершенно не имеющая значения для Башкортостана, например. У нас есть свои. Как, например, вчерашнее обрушение фасада одного из важных, значимых исторических зданий в центре Уфы. Видео соответствующее распространилось в социальных сетях накануне вечером. По-моему, в 22:30 по уфимскому времени примерно обрушение случилось в общежитии кооперативного техникума. Кто знает, кто не знает, кооперативный техникум – это учебное заведение, расположенное по Ленина, 26, в здании, где Башпотребсоюз, где был дворец связи Евросеть, там и другие торговые учреждения. А общежитие, собственно, по коммунистической за углом. Условно говоря, если ресторан «Уфа» по Ленина, то кафе «Чешмы», где, о чем гласит известная поговорка, по коммунистической. То же самое по общежитию. И вот оно было признано, судя по всему, аварийным, было подготовлено к ремонту, реставрации, и что-то пошло не так. К счастью, никто не пострадал. Но обрушение, попавшее в кадры видеорегистратора, довольно-таки эпичное. Вот. Так, Тут что скажешь? Добавить, наверное, стоит, что уфимский глава администрации Ратмир Мавлеев, надо отдать ему должное, довольно скоро оказался на месте событий. Да, у нас есть цитаты его. Попытался успокоить уфимцев, рассказал о том, что все под контролем, все службы на месте, примем меры, оградим, изучим, поймем, в общем, спасем здание, и людей спасать не надо, поскольку никто не пострадал. Вот. Комментаторы, которых я читал еще накануне вечером, оценили, скажем так, активность городоначальника, который, в отличие от многих других своих коллег, как в Уфе, так и в других городах и весях страны, все-таки приезжает на место событий вне зависимости от времени суток. И это действительно, наверное, определенный все-таки позитивный признак, и нужно это признать. Вот, оголтело критиковать нет смысла. Ой, и вот Стобабовна пишет, эту общагу вечно ремонтировали. Студенты жили без нормального отопления, с обогревателями. Угу. Вот как бы, да, я, кстати, не был там ни разу, в общем, слышал что-то об этом общежитии только в 90-е от старших товарищей по деревне, которые рассказывали ужасы студенческой жизни, в том смысле, какая там царит дедовщина и прочие постоянные неприятности испытывают молодые люди, прежде всего, парни. Но это, в общем-то, общее место, так было более или менее везде. Потом эта история немножечко переиначилась.
А Азат вспоминает, как в детстве он летал на авиакомпании «Башкортостан» рейсом Уфа-Москва. Вы, наверное, имеете в виду башкирские авиалинии «БАЛ». Да, действительно, до 2004 года она выполняла регулярные рейсы, в том числе по маршруту Уфа-Москва. Или вспомним тот самый знаменитый печальный рейс Уфа-Москва-Барселона, который потерпел катастрофу здесь, в Германии, над Боденским озером летом 2002 года. И об этом мы не раз вспоминали. Делился я своими наблюдениями. Так, Женя с нами? Я что-то не пойму. Да, меня слышно, все хорошо? Или нет? Или ты меня не слышишь конкретно? Так, минуточку. Ага, все нормально, слышу. Я слышу, что ты говорил. Так, во-первых, у нас есть цитата, да, Мавлиева о том, что с 24 года никто не проживал, что ведется проверка, это к вечеру, но с утра никаких новых новостей не нашел, видимо, ничего пока что еще нового нет у нас. Вот, и, собственно, да, действительно, эвакуацию автомобиля провели, и там еще рядом размещены были собственно, такие небольшие столики, где, по-моему, полиция это была или кто, они там чем-то кормили, чай, и все, в общем, так очень цивильно, по-современному сделали. Если есть за что хвалить, то, я считаю, это необходимо совершенно делать. Удерживать не будем в себе порывы хвальбы. Именно так. Ну ладно, как говорится, здание как-то, я не знаю, восстановят, может быть. Хотя, знаете ли, если посмотреть на масштаб разрушения, как говорится, бабушка надвое сказала, удастся ли что-то с ним сделать, будут ли чем-то, значит, восстанавливать это здание. Хотя, действительно, именно Мавлиев сам в вчерашнем обращении уже подчеркнул, что здание относится к категории исторических. Как-то так. Тем временем, главное ведомство, которое отвечает за эти здания, которое отвечает, например, за реставрацию памятника Салавату Юлаеву, который мы упоминаем буквально каждый день, Башкультнаследие, проводит проверку после представления прокуратуры. У нас есть вероятность, что в этом учреждении или рядом с ним также произойдут коррупционные скандалы. Значит, проверка там проводится в отношении должностных лиц уже, но не самого Башкультнаследия, а подведомственных учреждений. Говорится в ответе начальника этого учреждения Салавата Кулбахтина на запрос «Коммерсант» в Уфе. В июле прокуратура направила руководителю Башкультнаследия Кулбахтину представление о нарушении требований федерального законодательства. Претензии надзорного ведомства адресованы подведомственному управлению научно-производственному центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия. По мнению надзорного ведомства, учреждение использовало субсидию, выделенную ему на проведение госисторико-культурной экспертизы объектов, не по целевому назначению. Вот так вот. Все как мы любим. То есть деньги давали на то, чтобы условное общежитие кооперативного техникума признавали объектом культурного наследия, но эти деньги использовали на другие нужды. Например, наверное, на оплату передвижения своих сотрудников. Авиабилеты, я не знаю, топливо, может быть, какие-то представительские расходы в виде походов в ресторан. Мы можем пока только догадываться. Но в обозримом будущем вероятность есть того, что мы узнаем подробности. Ну, тут да, тут много к чему можно прицепиться, и к 50 актам историко-культурных экспертиз стоимость каждого почему-то составила 1 рубль. И я тут, конечно, не очень понимаю, как это все работает, но за 1 рубль, как известно, никто из нас ничего делать-то не будет, да? Вот, и какие-то миллионы для, собственно, каких-то работ бесконечных, там, то по сохранению дома Поликарпова, 32 миллиона, то, собственно, заповедник Шульганташ, а никаких работ проделано не было. В общем, ребята хорошо поработали.
Про Шульганташ наткнулся вчера на видеоролик общественного деятеля Азамата Галина, ранее неоднократно бывавшего гостем нашей студии. Он рассуждает довольно справедливо вот на тему того, как массово и бессмысленно вкладываются деньги в некоторые объекты в республике, и как это никаким образом не может окупиться ввиду крайне низкого все-таки туристического потока. И расчеты он свои обосновывал на примере музея, построенного в Шульганташе, который действительно потребовал больших вложений, но туристический поток хоть и вырос, но остается в несколько раз ниже, чем хотелось бы для того, чтобы хоть как-то оправдывать существование такого объекта. И тут я вспоминаю свой опыт трехлетней уже почти давности. Действительно, буквально вскоре после открытия, в выходные дни, в прекрасную погоду, людей в музее было буквально несколько человек, включая нас. И экскурсовод нам рассказывал о том, как все происходит, почти что в приватной обстановке. Нам-то, конечно, было классно, но с точки зрения заработка это все вызывает вопросы. Ну, а что ж к открытию Раиса Габитова не позвали, чтобы он побегал, поснимал тиктоки? Как это должно происходить, наверное. Ну, пиар вообще не... Тут можно согласиться в некоторых вещах с пропагандистом Тёмой Лебедевым о том, что пиар – это очень слабая сторона моей страны. И вот я это особо больно ощутил, кстати, на примере не своей страны, но Казахстана, потому что природа там замечательная, абсолютно невероятно, и я был на фьордах, на норвежских, да, мне есть чем сравнить, и природа Казахстана местами гораздо круче, но при этом пиара вот этого нету, интереса со стороны нету, там пусто, а на норвежских фьордах, сами понимаете, там куча народу, естественно, все фоткаются и все, поэтому... я думаю, что и Башкортостан тоже с своей природой мог бы много с кем конкурировать и с какими-то природными памятниками, будь это как-то обыграно правильно. К сожалению. Может, Башкультнаследию стоит заниматься этим, а не выделением средств на то, что не работает потом. Согласен, это отдельная история, да. Не знаю, кстати, мог бы Раис Габитов как-то повлиять на Шульганташ, и вообще не было ли у него чего-то про это, возможно, даже было, просто 3 года уже прошло. Вот. Все-таки то, что там сделано, дорогу, например, достроили асфальтовую, хорошую, буквально до места, это плюс, это хорошо, но, скорее всего, пока недостаточно. Окей. Так, ну что, пойдем дальше. Дальше. У меня есть немножко пуль на сегодня. Одна из них, новость, конечно, не самая актуальная. Все-таки само мероприятие прошло аж 29 июля. Но различные всякие новости приходят к нам медленно. Собственно, новость про что? Про... тот самый фестиваль субкультур какой-то, который прошел в Уфимском арт-квадрате. Собственно, к тому, чтобы написать вчера про это, меня надоумили молодые наши прекрасные активисты, у которых случился такой приступ злобы относительно публикации, так скажем, одного из телеграм-каналов пруфов, где написано было следующее. Радий Хабиров сегодня встречался в Уфимском арт-квадрате с какими-то клоунами, представителями молодежных субкультур, косплеерами, готами, неформалами. Вот это уровень. И, собственно, естественно, у молодежи это вызвало определенную реакцию, потому что почему это мы клоуны, да? По факту нужно сказать следующее. Так, конечно, там большое количество было самых разных представителей, людей с картонными пакетами на голове, какие-то анимешники бесконечные, самые разные косплееры и прочие ребята. Во-первых, лично я от себя написал, что я не очень понимаю, зачем называть людей клоунами, если ваша начальница Самара Уфагариевна мама, я думаю, что ее ребенок тоже, возможно, чем-то увлекался, и вообще дети, от того, что они носят те или иные одежды или волосы тех или иных цветов, вообще, по-моему, клоунами не являются, да, что действительно, вполне себе нормальный такой справедливый гнев вызывает.
давая эту той же самой молодежи. С другой стороны, одна из наших прекрасных подписчиц, которую я знаю, написала следующее. Как выходец из неформальной среды, хочу сказать, что ребята к объявлению этого форума, многие, я так понимаю, отнеслись со смехом. Ну, это, я думаю, политизированный, конечно, в первую очередь. Дескать, хорошая уловка, товарищ майор. А все в чем дело? Дело в том, что свои личные данные необходимо было вводить при регистрации на мероприятие. Я так понимаю, там паспортные данные и так далее. И вот кого-то, конечно, это смутило, кого-то, видимо, нет. Вот, потому что люди все-таки пришли с косплеем знаменитых аниме, а не с косплеем на Пескова, да, поэтому мне кажется, что просто тут вопрос такой, как сказать, бдительности, да, вот, поэтому, тем не менее, вот осуждаем максимально от лица всей молодежи, которой я себя все еще причисляю, заявляю, нельзя называть нас клоунами. Ну, в общем, уж извините за банальность, при желании хайпануть всегда хочется, я не знаю, на кого-нибудь ярлыки навешать. Это большой, значит, бич наших многих и коллег, и общественных деятелей. Вчера я уже примерно на эту тему тут рассуждал, вспоминая, как Руслан Габасов наехал на очередного там, имперца, по его мнению, и назвал его вообще нехорошими словами, имея в виду политтехнолога Андрея Потлицына. Блин, наверное, в какой-то веке это не я. Ну да, и там, знаешь ли, досталось, по-моему, даже посерьезнее, чем тебе, если что. Так что мне досталось много раз. Заочно сразу. Назад вот пишет, что в Испании один министр участвует в таких мероприятиях, одевался в Бэтмена. Его за это похвалил премьер-министр. Ну да, это вот примерно так должно быть на самом деле. Слушайте, мы же понимаем, вот это вот политический ангаже от пруфов. То есть, если бы эти косплееры вышли бы как-нибудь, например, против Хабирова, не знаю, в майках с Наруто побежали бы с криками там «Долой Хабирова, давай даешь Руфа», то, конечно, они бы сказали: блин, какие классные у нас растет молодежь. Если же вдруг Хабиров выглядит как-то не чудовищем, а он там выглядит нормальным таким дядькой, который пришел с ними, что-то пообщался, снял селфи, сказал: классно, молодцы, я вот выучил, кто такие анимешники, кто такие готы. Клево. При этом, да, забыл о том, что года 3 назад, что у них, за кем была какая-то охота практически, и в том числе Лавров в Армении с кем-то обсуждал за теми, кто... Вот ты мне вспомнишь, если ты помнишь это название такой очередной субкультуры, где люди надевали какие-то маски животных и в них бегали, собственно... Квадроберы, да. Квадроберы, да. Ну, то есть... Они там тоже могли быть. Да, это про это, конечно же. Вот. И в этом случае, как ты хотел сказать, Хабиров выглядел чуть-чуть более-менее по-человечески, и в итоге нет, конечно, нельзя. Поэтому они клоуны. Потому да, что... Поэтому... А чё? В общем, ну... Да, все понятно. Здесь ничего нового в этом смысле не случилось. Так, доброго утра всем желает Ренат Валиев. Здравствуйте, Ренат. Не видели мы вас, по крайней мере, раньше не помню в чате. Вот, пишите больше, присоединяйтесь к дискуссиям, делитесь мнениями. Вот. Раз уж мы тут министров и высокопоставленных чиновников вспомнили, хочу отметить, что правительственный Ил-96 путинского авиаотряда только вчера вечером вернулся из своей замечательной, в кавычках, поездки в швейцарскую Женеву. История его полета сохранилась на сервисе Flightradar 24, и я изучил внимательно траекторию полета этого самолета. Примерно в 10:20 по центральноевропейскому времени он вылетел из Женевы, и только в 19:00 прибыл в московский аэропорт Внуково, то есть сколько? 9 часов почти, как трансатлантический перелет, значит, длился данный полет. Все понятно, потому что через всю Италию, через Средиземное море и дальше через Турцию традиционным маршрутом в обход зоны боевых действий летел данный борт. И это, конечно, отдельная проблема. В общем-то, даже вынося за скобки разговор про Валентину Ивановну Матвиенко и ее соратников, в числе которых была Лилия Салаватовна Гумерова,
сенатор от Башкортостана, даже если про них ничего не говорить, возникает вот такая простая мысль. В то время, когда хорошие россияне, скажем так, или, ладно, любые россияне вынуждены скитаться по пересадочным узлам, там, я не знаю, проводить долгое время, испытывать сложности для того, чтобы добраться в те же самые страны Европы. Вот эти вот организаторы войны, буквально, ни много ни мало, а сенаторы это чуть ли не первые в списке тех, кто во всем этом виновен, путешествуют в сердце Европы, значит, правительственным бортом, прямым рейсом, без каких-то проблем. Тема, конечно, не совсем наша, и тема, на самом деле, большая, если смотреть на все ее грани и все нюансы, но не мог я не пройтись по этому нюансу, поскольку обнаружил на радаре линию этого маршрута. Ну, я говорю, у меня начинает подгорать, когда я читаю, с одной стороны, новости про то, что вот русские, почему вы до сих пор, ну, русские это в смысле, понятно, Russians со стороны там каких-нибудь европейцев, американцев, понятно, что имеется в виду все россияне, тут мы не разделяем, да, тем более, потому что поправил, но россияне, идите, свергайте, сносите, а мы при этом будем через третьи каналы закупать энергоресурсы, платя бабки в Кремль, да, и, собственно, и всячески вот привозить ту же самую Матвиенко, на которой, ну, негде, это часть системы, причем уже столько лет, такая неотъемлемый человек во всем этом аппарате. И от этого лицемерия, конечно, тут тошнит абсолютно. И это можно даже не то что согласиться, но сказать о том, что Путин об этом говорит 20 лет, о лицемерии, о том, что да они там вообще ничего не решают, да кто они такие, да мы их купим. Вот примерно этим он и занимается 20 лет, да, и периодически у него еще это получается. Да, в данном случае он знает, о чем говорит, потому что на собственном опыте уже это прошел. Начинал он где-то, наверное, еще во времена канцлера Германии Герхарда Шрёдера, с которым, судя по всему, у него соответствующие отношения сложились, пока он еще был канцлером, до 2005 года. Ну а дальше, когда тот ушел в свободное плавание, это все пошло уже на широкую ногу и дальше транслировалось на друга Сильвио Берлускони того же, где, судя по всему, берлускониевские люди, да, они как раз-таки в обход всех мыслимых и немыслимых запретов пропустили самолет через всю территорию Италии. Причем и туда, и обратно. Ой, да, вот Стовавов напишет через Турцию и Италию. Да, там маршрут довольно-таки круг почти целый дан, получается, если смотреть по карте. Ладно, следующим новостям Башкортостана. Вот, кстати, тема авиации у нас немножечко продолжается. Связана она с уфимцем, который в итоге должен заплатить 400 тысяч рублей штрафа за шутку о взрывчатке в самолете. Это просто казус какой-то. Значит, якобы на борту самолета авиакомпании «Победа» мужчина собирался вылететь по маршруту Уфа-Москва. Обычный стандартный маршрут. И перед вылетом он сообщил бортпроводнику о якобы взрывчатом веществе в своем рюкзаке. Эту информацию передали правоохранительные органы. И человек был тут же задержан, самолет задержался и так далее, и так далее. И знаете, я не знаю, прав или нет, но я представляю себе эту картину. Мне кажется, это мужичок за 50 из деревни. Ему понравилась бортпроводница. И он хотел остроумно пошутить в момент сбора, значит, самолета к вылету. Думал, сейчас все посмеются, скажут ха-ха, а его по плечу похлопают: ой-ой-ой, какой ты молодец, замечательный. В итоге эта шутка обернулась большими проблемами. Это к тому, что человек, скорее всего, злого умысла не умел, но просто он не искушен в каких-то хитростях авиационных перевозок, правоохранительной деятельности. Возможно, вообще там впервые за многие годы летел. В общем, живет где-нибудь в тихом месте. Не буду называть более грубые какие-то оценки. В общем, вы понимаете, возможно, примерно о чем я говорю в данном случае. Может так, может не так, но это предположение. Ну, если это шутка, может, это было даже не шутка, а какой-то сарказм, я не знаю, его заколебали там
какие-то бортпроводники, и он там в моменте сказал: да ё-моё, да бомба у меня там. И я вспоминаю, я, наверное, пару раз рассказывал о том, как в немецком банке, когда я в некой шпаркассе, единственный банк на тот момент, который согласен был меня русню обслуживать, был, и, собственно, девушка в какой-то момент вообще без какого-либо улыбки на лице, точнее, она у нее есть, но она не менялась, то есть она как робот, она сидит, она тебе улыбается и спрашивает: are you a spy? Она спрашивает: шпион ли ты? То есть я мне задала какое-то количество вопросов, в какой-то момент такая: вы шпион? И, естественно, моя русская душа, она летит к тому, чтобы саркастично ответить: да, конечно, конечно, шпион, поэтому я сюда приперся. Но потом я вспоминаю, уже за первые месяцев 2 вот в жизни, в том числе в немецком лагере, я такой: блин, а нельзя ведь? Ну, то есть сейчас любой сарказм будет восприниматься, что я... Ну, какой сарказм в Германии? Какой вообще юмор в Германии? Сейчас меня просто депортируют, отправят, еще посадят, и все, да, чемодан, вокзал. Поэтому пришлось сжать зубами язык и сказать: нет, конечно, нет. Она что-то меня где-то там погуглила, поискала, поняла, что все-таки, наверное, не шпион. Поэтому... Ну, причины могут быть самые разные, но вот это те места, где, конечно, шутки никакие не нужны совершенно. В самолете максимально надо, конечно, серьезно себя вести, и такое нет, знаете, не бомба, не бомба. Я абсолютно согласен. Ну, на самом деле, если уже про Германию говорить, шутить здесь все-таки можно, но, наверное, не в такой момент, не сразу, и не в момент оформления серьезных документов. Друзья, напоминаю, что эфир у нас прямой, и вы нас смотрите прямо сейчас, поэтому ждем вашей активности в чате, а также лайков ждем. Их недостаточное количество. Да, именно так. Пожалуйста. И комментариев, вопросов. Когда мы читаем сводки с фронтов и последствия войны для некоторых регионов России, Уфа редко появляется в этом перечне, но, наверное, правильнее сказать, редко появлялась, поскольку все больше отголосков в виде каких-то последствий, они так или иначе доходят до жителей башкортостанской столицы. Как, например, вот вчера. В Уфе сообщали о сбое в работе умных касс и сервиса доставки продуктов. Мы же понимаем, что речь идет не только об Уфе в данном случае. Ну тут так и написано, собственно, в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге и еще в десятках городов России возросло количество жалоб на сбои в работе умных касс «Эватор». Такие данные появились днем 30 июля в сервисе Down Detector. Помимо этого, резко возросло число жалоб на сбои в работе системы маркировки «Честный знак» оператора связи Ростелеком. Как указывает телеграм-канал Мэш, у жителей Уфы возникали проблемы с заказами продуктов на сайтах и приложениях магазина «Вкусвилл». Ну, тут, наверное, невелика потеря. Вот. Подтвердили, значит, в магазине возникшие технические неполадки и сообщили, что они могут привести к проблемам с оформлением. В соцсетях «Эватора» в ответ на жалобы пользователей сообщили, что наблюдают проблемы у провайдера связи и ведут работы по восстановлению. В общем, это почему-то посчитали отголоском истории с Аэрофлотом, авторы публикации в Уфе-1, но я бы все-таки назвал это отголоском ежедневных историй с отключениями интернета в разных регионах России. Вот, например, Красноярский край, казалось бы, где он находится и каков масштаб его территории, и где Норильск в частности. Но один из блогеров, на которых я подписан, и жителей Норильска, пишет, что у них там также благополучно несколько дней буквально связь практически отсутствует. И написал он это в момент, когда на несколько минут буквально эта самая связь восстановилась. Логика железная, в кавычках скажу я вам, в плане отключения этих интернетов, но это, наверное, повод людям все-таки задумываться и искать ответы на вопросы. А что, собственно, случилось? Тут я, наверное, проявляю определенную степень наивности. Люди не те ответы найдут, если даже будут задаваться этим вопросом. Но, может быть, кто-то, какая-то часть все-таки докопается до истины и поймет, кто во всем этом на самом деле виноват.
Господи, а может быть, они все уже понимают, кто во всем в этом виноват. От этого вообще ничего, к сожалению, не изменится. То есть, ну, Не, к понятно. большому сожалению. Не-не-не, я не про то, что оно сейчас все поймут и завтра, значит, скажут свое фи и все изменится. Нет, ну просто надо быть как бы наготове, что ли. К сожалению, я знаю лично людей, еще, которых я всегда привожу в пример, тут не называя имен, с которыми приходится общаться, людей из скажем, деловой среды, экономически активных, более или менее состоятельных, которые не понимают реальных причин. При том, что эти люди живут в той среде, где вокруг их окружают адекватные люди, даже там в Уфе. И они им каждый раз объясняют причинно-следственные связи, но люди остаются в своей убежденности, что, мягко говоря, не все так однозначно. Это мягко выражаясь. Психологическую защиту никто не отменял, и, наверное, в этом даже есть какой-то смысл, но, тем не менее, да, действительно, с интернетом много разных самых проблем, при этом это все такой глухой телефон вечно, потому что у меня есть люди, которые рассказывают, что ближе к Затону, к Черниковке, мобильным интернетом вообще пользоваться невозможно. В принципе, работает очень плохо. В центре, с кем я общаюсь, мы созваниваемся регулярно, там та же Вика Куприянова, мои какие-то друзья, родственники. Никаких проблем нету обычно. В общем, сложно, конечно, понять. Тут в зависимости от паники, кто только что мне не пишет. Вот. Но, тем не менее, конечно, Чебурнет, он где-то вот такой же витает, вот уже на горизонте можно заметить, что нет-нет, да и появится, наверное, в какой-то момент что-то, и будут наши эфиры где-то на болванках, наверное, продаваться где-то на горбушке, видимо. Я вот завершаю тему про знакомых странных. При этом эти же самые люди через день буквально там или реже, плюс-минус, пишут мне с просьбой обновить ссылку на VPN, потому что прежний перестал работать. Вот как бы это все нормально уживается в одних и тех же головах. Без VPN ни дня, на самом деле, без нормальных соцсетей буквально не проходит и суток. Но ответ на вопросы, почему так происходит, не совсем. Слушай, это как я знаю, опять же, хорошо, Викой, но есть другая журналистка, тебе известно, что я недавно с одной из них общался, большая такая сильная журналистка того же самого «Эхо» и других прекрасных изданий. Тоже человек после войны отписался нахрен от всего, при этом понимая, что да, там вот это зло, это добро, но я, пожалуй, буду заниматься своим каким-то маленьким делом, а это, то есть тяжело, опять же, да, тяжело с точки зрения ежедневного думскроллинга и вот этого осознания того, что ты часть посредством налогов, посредством того, что ты там находишься и так далее и тому подобное, ты какой-то все равно маломальский причастный человек ко всему происходящему. Конечно, на третий год уже с чем-то, да, всего происходящего, этой войны ужасной, не каждому человеку легко все это переносить, поэтому, в целом вопросов ноль у меня лично. Окей, бывает. Согласен. Ой, дальше. Курьезная история произошла в Башкортостане с чиновниками, организаторами некого мероприятия, где попытались использовать башкирский язык, но что-то пошло не так. Тут в медиакурсе пишут, что жертвы ЕГЭ оскорбили чиновников Башкирии. Вот это что за, опять же, штамп распространенный? Почему они сами себя называют жертвами? Потому что я примерно представляю, кто эту статью пишет. И это люди, которые также успешно сдавали ЕГЭ. И благодаря этому ЕГЭ поступали в престижные вузы, надо сказать. И при этом они называют себя же жертвами. Да ладно. Тут дело не в ЕГЭ на самом деле. Значит, в Кушнаренковском районе 29 июля было мероприятие с участием неких чиновников. И когда на сцену выходил Вадим Арсланов, зам главы районной администрации по социальной политике, на экране позади него должна была появиться приветственная фраза на башкирском языке «Вадимда Кунакта». Опять же, почему такая фамилия? Почему присутствующие должны были быть в гостях у Вадима?
вообще сама по себе фраза, даже в правильном варианте на башкирском языке, не совсем понятна. Если я что-то вообще не понимаю, и у вас есть объяснение, друзья, поделитесь. Вот. Но соль не в этом, а соль в том, что в слове «кунакта» букву «н» заменили на букву «т», и получилось совершенно иное слово, означающее в татарском и башкирском языке мужской половой орган, причем скорее в жаргонном выражении, да, а не в каком-то научном. Вот. И люди посмеялись, которые все это видели на экране за спиной у чиновника. Мероприятие вроде как прошло дальше успешно, вот, но на это обратили внимание журналисты в том числе после распространения видео в соцсетях. То ли это была умышленная диверсия укронацистов, знаете ли, каких-то, то ли все-таки действительно причина в неграмотности или в опечатке банальной отдельного человека, мы не знаем. Но это повод в очередной раз вспомнить о том, какие есть сложности с изучением родных языков. Я напомню, что совсем недавно татарстанские чиновники, несмотря на всю их лояльность, возмутились очередным приказом Министерства просвещения отменить наименование родной язык и превратить его в язык народа РФ, причем сократить изучение еще в 2 раза. А башкортостанские как молчали, так и молчат. Ни В Башкортостане давно уже раз в неделю. Насколько мне мои родственники рассказывают, что это давно раз в неделю. И это то, что, ну, то есть меня даже пожурили, типа, что ты пишешь про родной язык, а что там сокращение, если говорить, а в Башкортостане вообще да даже близко, не то, что разговоров об этом нет. Слушай, знаешь, это так подогнали. Я более-менее в курсе, поскольку дети школьного возраста. 1 час в неделю это оставался башкирский как государственный. А родной язык, как родной, люди, скорее всего, выбирали русский. И поэтому по факту получается, что у них как бы русского там энное количество часов, а башкирский 1, который нельзя отменить, который нельзя выбрать. Потому что если ты выбираешь родным башкирский, то у тебя помимо часа изучения его как государственного, есть еще 2 часа изучения как родного. Итого 3 вообще. Вот. Тут как бы есть это в начальной школе. Это в начальной школе. А смысл в том, что, например, в школе, о которой я говорю, там вышла, собственно, как там, классная руководительница, она башкирка. Она вышла и сказала, не дай бог, кто-то выберет башкирский. По какой причине? Потому что они любят башкирский? Нет, потому что у них нехватка учителей. И просто такие, вот мы русский как-то еще можем обеспечить, башкирский мы не можем обеспечить. Не дай бог, кто-то напишет башкирский. Все. Ну, вот такая проблема, да. Насчет печаток и жертв ЕГЭ, господи, а тот человек, который все время в газете вместо Сталина написал Саралин, это тоже жертва ЕГЭ была. У нас опечаток, в принципе, до Фурсенко не было, я правильно понимаю? То есть, только вот с ЕГЭ. В советской прессе, конечно, и было меньше, благодаря перекрестному контролю, но да, конечно. Так или иначе они были всегда. Так вот, возвращаясь к теме языков, тут как раз волей-неволей наткнулись мы на пост, где продемонстрирована школьная литература на башкирском языке, и имеется в виду не художественная литература, не учебники по родному языку, а учебники по традиционным, так сказать, предметам, которые прекрасно можно преподавать и изучать на родных языках. Причем дизайн многих учебников полностью повторяет дизайн традиционных, скажем, там, учебников по той же биологии или физике. Я надеюсь, что картинка сейчас уже идет на эту тему. И это просто к разговору о том, что возможно, что невозможно. В последнее время политика государства, она никак не связана с тем, что реально возможно. Она связана лишь с теми глобальными задачами, которые перед собой ставит Кремль и руководство страны, руководство федерального центра. Унифицировать всех людей более или менее, насколько это возможно, привести их к общему знаменателю и создать действительно уже не просто абстрактных россиян, в той терминологии, как это использовал Борис Николаевич Ельцин, а россиян в смысле единой нации, чтобы люди не вспоминали о своих корнях и о происхождении, и, не дай бог, не вспоминали бы о том, как их предки вошли в состав тогда еще либо российского Московского царства, либо Российской империи. Вот. И некоторые чиновники в некоторых регионах, к сожалению, покорно молчат. Даже в случае, когда их соседи, которые в других случаях тоже покорно молчат, в этом случае хотя бы что-то
вякают, можно, наверное, такое слово использовать в данном случае, говоря про татарстанских политических деятелей. Мы их знаем. Я всегда, когда смотрю на эти разговоры про то, что вот, а почему вот это у нас не так, то не так, ну, блин, ну вот хочется все-таки напомнить, что, наверное, если бы был такой, я не знаю, хотите его с фамилией Шиндлер называйте, да, какой угодно, но человек, который на месте хотел бы сделать хорошо, вот там среди составителей учебников, среди тех, кто как-то вот хочет, чтобы было лучше, но он все еще может, это не экстремизм. Но, к сожалению, это все убивается в нежелание, в формальный подход. Формализм здесь во многом губит все это. В те же нулевые можно же было заниматься там новыми пособиями. Я помню, учебник по башкирскому был ужасен просто. Вот невозможно. Ты хочешь даже что-то выучить. Культура Башкортостана, мне нравился учебник, например. Я там прочитал всего Урал-Батыра с огромным удовольствием. А вот недавно обнаружил, что моего младшего брата, по-моему, чуть ли вообще не было культуры Башкортостана. А как так вообще? А где он читал стихи Зайнабишевой, как я читал, например? Ну вот, к сожалению, часто мне кажется, что это формализм. Не всегда это Путин, не всегда это Кремль. Часто это нежелание собственно, тех же самых башкир, простите, да, вот принять большое такое участие в просвещении собственных людей, мне кажется. Там же есть... Да, вообще, я скажу больше. Немаловажную роль в этих процессах и явлениях играют как раз-таки и представители этих народов, которые впереди паровоза бегут, значит, пытаясь услужить вышестоящему начальству, либо пытаясь облегчить собственную участь. Как вот та учительница башкирского, которая говорит, что не надо его изучать, потому что у нас учителей не хватает, из твоего примера. И это во всех областях жизни, конечно же, это так. В этом смысле, если уж есть у некоторых людей желание искать врагов и называть их нехорошими словами, то вот где, наверное, стоит пошерстить куда более усердно. Вот. Хотя нет, я, конечно же, в данном случае утрирую, дорогие друзья. Я напоминаю, что если быть серьезным, то я против категорически поиска врагов среди, на самом деле, друзей и потенциальных, как минимум, союзников. Это нужно понимать и нужно к этому стремиться. Вот. Ну что ж, собственно, я вот это помню еще 3 года назад, но почему-то сейчас, видимо, развивается ситуация. Башкортостан запросил 13,5 миллиардов на развитие Зауфимья, или как оно еще называется? Вот ты мне напомнишь точно, как там Зауралье? Зауфимья, я так понимаю, это территория Засипайлова, Зауфимкой, там где вот... это Забелье. Вот. Нет, Забелье это Затон, а тут Засипайлова, Зауфимья. Ну. Господи, боже мой. Правительство республики направило в Фонд развития территорий заявку на финансирование проекта по развитию инфраструктуры за рекой Уфой. Вот, это у нас Андрей Назаров этим активно занимается. Собственно, реализация проекта позволит ввести около 2 миллионов квадратных метров жилья, ни много ни мало. Вот. Ранее федеральные средства уже привлекались для развития Забелья, Затона и прилегающих территорий. В общем, собственно, а тогда это было 8,5 миллиардов, и строительство планируется завершить в 2026 году. Вообще, когда я чем-то таким интересовался, и, собственно, я же был человеком, который за Назаровым следовал, как Санчо Панса. Я помню, что проект был прекрасен с точки зрения того, чтобы Уфу сделать менее такой вытянутой, менее кишкой и такой немножко вширь ее в разные стороны разбить, чтобы город был такой там они много разговаривали и убеждали министров. И вот что я должен сказать, Андрей Геннадьевич Назаров великолепен с точки зрения вот этого убеждения министров в том, что денег дайте, потому что они ездили по ЖК по разным, и половина из них себя не оправдали. Там только Яркий был прям
хороший, куда можно было приехать. И, собственно, вот у нас какая картинка, какие у нас классные застройщики. А половину там что-то бегали, суетились, там показывали какие-то вещи, явно не презентабельно все это выглядело. И министр так хмыкал, жмыкал, но, тем не менее, собственно, нет-нет, да и вот в таких вещах человек убедительно себя показывает. Вот. Я думаю, что для Уфы в целом это могло бы быть и плюсом, если бы она все-таки вширь тоже росла, да? Да, почему бы и нет? Да, Зауфимья – это сторона Нагаева. Стобабовна спрашивает. Именно так, да, конечно, это та сторона. Мы же понимаем, с какой стороны у нас белая, с какой стороны Уфимка. Вот. А ведомости Башкортостана напоминают нам удмуртского активиста Альберта Разина, который совершил самосожжение. Да, и это случилось по следам событий 2017 года, когда отменили обязательное изучение языков. В Башкирии проходили митинги массовые довольно-таки, вот, а в Удмуртии случился вот этот вот эпизод, трагедия даже. И это понятно, что важные звенья одной большой цепи. Вот. Конечно, и сепаратизм, тут он пишет, что ФСБ считает это проявлением сепаратизма. Вообще, я так понимаю, что большего страха у наших властей, чем сепаратизм национальных республик, у них вообще мало что есть, потому что либералы это давно уже какая-то вещь, которая настолько прибита, и настолько она в принципе часто была, если не рукопожатна, то такая интеллигентная тусовочка все-таки, да, надо сказать, то все, что творится в нацреспубликах, а мы понимаем, что из Москвы невозможно всей страной эффективно руководить, и чтобы это всем нравилось. Поэтому я много раз говорил о том, что нашим даже некоторым товарищам, находящимся за рубежом, периодически предлагается о том, что они вернутся были вам, лишь бы вот с критикой какого-то сепаратизма. Вот мы вам тут как яблоку дадим какую-нибудь конуру, где вы будете писать письма политзекам и показывать фильм Немцов и фильм Навальный раз в год, да, вы взамен будете бороться с какими-то такими проявлениями. Понятно, что никто на это не согласится, но тем не менее такие страхи, опасения не очень велики. Кстати, фильм «Навальный» все-таки уже нельзя, наверное, будет смотреть, потому что книгу, как минимум, вчера внесли в список экстремистских материалов. Только-только. То есть до вчерашнего дня законно ее можно было, видимо, распространять в России, а теперь все-таки нельзя. Но я напомню, что с территории России можно ее в текстовом варианте бесплатно скачать с соответствующего сайта. Имеется в виду биография. При определенной договоренности с товарищами с ФСБ можно в целом раз в год позволить ребятам что-то почитать. Собственно, так как у нас сейчас аж 9 минут мы ускоряемся. Власти Башкортостана готовят новые соглашения с предприятиями для снижения выбросов. Но почему-то Уфа, Стерлитамак и Салават в программе не участвуют, потому что их индекс загрязненности, он в пределах нормы, как оказалось. Хотя вчера в телеграм-канале, куда всем нужно подписаться, прошерстил я немножко. Тут и в апреле этого года была ситуация, только за этот год я брал, в апреле Стерлитамаке, Уфе и Салавате, превышение по пыли сероводороду, фенолу и так далее. В феврале в Уфе 16 случаев, в Салавате 23, в Стерлитамаке 19. В мае уфимцы жаловались на смог от асфальтового завода, ужасный и так далее. И вообще периодически мне говорят, что там, я не знаю, рядом с этим предприятием невозможно дышать, рядом с тем предприятием живем, приходится закрывать окна, потому что невозможно, ужасная вонь постоянная. И бесконечное превышение, мы много раз писали, где в 10 раз, где в 5, но нет. А потом, как опять же я написал, у нас, когда очередная операция какая-нибудь будет у ребенка, связанная с соответствующими заболеваниями, будем собирать смс-ками деньги на операцию, к большому сожалению. И ничего. Это обязательно.
Вот, кстати, наш замечательный земляк, таксист Эдуард Асадулин, он сказал, поехали, продолжает собирать деньги для Давида Гизятова. Вчера он объявил на сегодняшний день традиционную смену добра, когда в течение суток ездит и все деньги заработанные отдает в пользу детям. А несколькими днями ранее вместе с Моргенштерном они провели стрим, где реализовали Део Нексию, первую машину нашего Моргенштерна. И вроде как в итоге выручили около 1 миллиона, а сам Алишер добавил еще 1 миллион сверху, и получилось 2 в общую копилку. Вот, но отметка в 200 миллионов рублей еще не преодолена, хотя надо на самом деле больше 300 миллионов. И каждый раз, когда я вижу эту историю, я, конечно же, думаю о том, что этим должно заниматься государство, прежде всего, которое для того и создано, которое для того и мощное, и аккумулирует в своих деньгах кучу денег, чтобы в нужной ситуации знать и уметь их правильно применять, а не тратить на бессмысленную, вредную, ужасную преступную войну. Да, Вот. но вообще полезно для гражданского общества периодические сборы какие-то организовывать и чувствовать, что они тоже сами по себе являются какой-то силой. Вполне себе полезно, пускай тоже занимаются, и уж тем более opinion-мейкеры вроде Алишера, которые тут споют про то, что ему где-то осуществляли какие-то определенные, мне, собственно, женские какие-то вещи, да, такие половые. Где-то там он переспал с 5, где-то с 10, какие-то сучки, деньги, а тут раз, и он ребенку помог, и ты понимаешь, что это как бы, как он объяснял, что все эти песни, которые там так ненавидят, какая-нибудь Ваенга, у которой приступ случается. Все эти песни для того, чтобы пацан со школы шел, которого, не знаю, там, мамка ему не скинула на телефон, он такой лох, я не знаю, там в окружении своих одноклассников, но ему там 3 поставили за какую-нибудь, тоже за фигню, вот взяли и поставили. А он идет домой, включил эту песню и такой, я крутой Кадиллак, это новый Кадиллак. Вот, поэтому... Да, вообще не вижу проблемы, конечно, это прекрасно. У каждого человека в определенной жизненной ситуации, в возрасте есть потребность, не знаю, самовыражаться, куда-то там погрузиться. И то, что Алишер делал всегда, мне вообще нравилось всегда, ну а теперь уж вообще никаких вопросов нет. Вот. От Яна Башкорта благодарность за нашу работу. Зур Ахмед. Спасибо большое. Спасибо. Это очень ценно и важно. То, что не в прямом эфире, это, конечно же, понятно. Не всем нравится утром. Кому-то не нравится. Очень. Да, кому-то не нравится сидеть в эфире, а кому-то смотреть. Это окей. Что еще хочется сказать? Да, у нас, к сожалению, видео не будет, но очередная хрень из телеканала БСТ. На этот раз пропагандисты радуются варенью для бойцов СВО. Какие-то там бабушки из деревни, у них, как они сказали, основная их деятельность жизненная – это плетение сеток. Но они пошли дальше. Это Шаранский район. Они сварили вишневого варенья для участников войны, собственно, против Украины. 15 ведер они нахреначили для того, чтобы у бойцов не было каких-то там заболеваний в отсутствии витаминов должных. Вот, собственно, там такая баба Валя ходит, курирует этот вопрос. И все бы ничего, но каждый раз ты смотришь на эту дикторшу, которая, вот если посмотрите вдруг на БСТ, а я иногда поглядываю, что-то я не часто вижу, чтобы Евгений Романов какие-то такие новости озвучивал. Ему, видимо, не особо нравится про что-то такое рассказывать. Вот, и он как-то, видимо, так или иначе старается лишний раз в этом не замораться. Зато в этом с удовольствием прям купается некая Альфия Аминева, которая, собственно, сама мать 3 дочерей. У нее такой прекрасный семейный инстаграм. Вот я думаю, о чем думает человек, у которого у самого детки, но при этом она снимает, вот неужели настолько вот эта блаженная невинность и отсутствие вообще какого-либо понимания, что ты делаешь. Какой пропагандой ты занимаешься, бесконечный вот этот пиар СВОшников и войны, в общем, эмоции, очень много эмоций. Надо сказать, а меня не впечатляет 15 ведер вишни. Вишню собрать – это вообще плевое дело, особенно когда большой урожай. Ведро собирается за считанные минуты, поэтому, знаете ли, могли бы и посерьезнее подготовиться. Я понимаю, там землянику собрать в таком объеме – это вот уже, знаете ли, достижение, а вот вишня так себе.
Ой, ну а если уж пропаганду Это за затрагиваем... день. Это они пишут за день. Ну за день, ну окей, хорошо. Вполне Значит, себе. пропаганда хвастается, что у нас вот нашли очередной способ освоить бюджет. Для этого у нас в Уфе будет создаваться электронный детский путеводитель. Ну, то есть недостаточно иметь условно Яндекс.Карты, да, где все надо нормально заполнить и указать. А надо еще создать какой-то там путеводитель, на что нужно выделить деньги. И с умными лицами об этом рассказать на неком мероприятии, фотография которого здесь в Башинформе публикуется. Вот. Тот же Башинформ, безусловно, рассказал про поездку Радия Хабирова в Мишкинский район, где он в том числе, помимо прочего, встретился с местными кулибинами, которые создали цех по производству сельхозтехники. И тут, если коротко, как правило, действительно талантов рукастых мужиков, женщин у нас всегда было в избытке, они есть сейчас. Вопросов в этом никаких нет. Но тут возникает лишь один риторический вопрос. Почему бы деньги, отправляемые на бессмысленные дроны и прочую лабуду, не отправлять на то, чтобы помогать таким вот кулибинам создавать реальное производство, которое действительно может быть потенциально конкурентным на мировом рынке даже. И вот таким способом завоевывать, знаете ли, любовь и симпатии мирового сообщества, соседей по планете и дальних каких-то потенциальных партнеров. Вот чем нужно заниматься. Потому что этим нужно было заниматься 20 лет, а, собственно, дроны – дело не хитрое, вот, и, собственно, тут можно раз-раз и напал, и отнял. Насчет комментариев, героев мы все-таки заканчиваем. Спасибо огромное. Почаще бы это видеть в той же телеге, везде, потому что, слушайте, ну, психика, если я с утра, вот я по себе скажу, с утра до вечера вижу о том, какой я башкирофоб, кем я, естественно, не являюсь, да, иначе нахрена мне в 5 утра вставать. Тогда, типа, у меня начинается немножко, как бы, и ощущение того, что я делаю. Вот когда я вижу такие комментарии, меня это восхищает просто. Спасибо большое, огромное спасибо. Это очень важно, безусловно. Это, казалось бы, мелочь, но она в нашем случае является ключевым фактором вообще деятельности. Это так. Ой, в этом году урожай вишни. Даже даром раздают. Да, действительно, вот мне рассказали, что даже в тех местах, где очень редко бывает урожай, а в этом году он прям большой. Ну ладно, как говорится, вишня – это хорошо. Спасибо, друзья, за все добрые слова, за лайки тоже спасибо. И тем, кто еще их поставит потом, авансом большое спасибо. Вот, мы очень это ценим, любим всех, обнимаем, желаем хорошего дня и до новых встреч, прощаемся. Пока-пока.